Здравствуйте, уважаемые Овны! Рада вас приветствовать. Это расклад на декабрь 2020 года для вас. Посмотрим, что будет происходить в течение этого месяца. Если у вас будут личные вопросы, пишите мне на любой из моих контактов. Они будут под видео и в комментариях. Итак, взаимоотношения сначала. Ваши взаимоотношения в декабре с окружающими людьми. Что вам в отношениях делать в декабре, а чего в отношениях не делать? Так. И общую ситуацию посмотрим. Общая ситуация на сегодняшний день для вас, уважаемые Овны. Что вам мешает на сегодняшний день? Что помогает на сегодняшний день? К чему в будущем вы придете в течение декабря? Что вам делать в декабре, а чего не делать? Чем все закончится в конце месяца? Очень хорошие карты у вас, много старших арканов. Итак, взаимоотношения. Посмотрите, выпадает карта Верховная Жрица, а она говорит о том, что во взаимоотношениях у вас будет не все просто. Во-первых, вам придется отстаивать свою позицию на какую-то индивидуальность, на какое-то свое развитие. Может быть, кто-то захочет учиться, а окружающие будут против. Или, может быть, вы захотите как-то больше себе времени посвящать своему развитию, и это тоже будет вызывать какой-то протест. Будут люди требовать, чтобы вы обращали внимание больше на них, чем на себя, да, может быть, даже будут какие-то споры из-за этого, да, и вам придется, может быть, даже выбор какой-то делать. Но, в принципе, жрица – это еще и карта какой-то тайны. Может быть, не все нужно говорить тем людям, которые вокруг вас. Может быть, какую-то информацию о себе стоит придержать, чтобы никто ею не воспользовался вам во вред. Также это карта строгости, когда вы, может быть, соблюдаете какие-то принципы свои, да, не разрешаете нарушать вашу территорию. И эта карта также может быть резкости, да, когда, может быть, придется кого-то осечь, может быть, кто-то будет слишком уж переходить границы. Вот эта карта, что вам делать, да, то есть что советуют карты в отношении с окружающими в этом месяце делать. Девятка пентаклей выпадает. Эта карта говорит о том, что вы наслаждаетесь своей жизнью, вы наслаждаетесь тем, что вам дает судьба, делаете все, что возможно, но здесь все равно карта больше такой личной заинтересованности, когда вы больше думаете о себе, тогда вам и в отношениях будет лучше. То есть не нужно слишком забывать о себе, не нужно стараться служить другим людям во вред себе. Нужно обязательно что-то себе купить. Может быть, даже это вызовет какое-то несогласие окружающих. Нужно, может быть, куда-то съездить. В общем, все, что вы хотели бы в этом месяце, чем себя хотели порадовать, это нужно сделать. Это вам очень-очень важно. И чего не нужно делать, это у нас карта старшего аркана Дурак. То есть не нужно будет слишком уж перестараться здесь, да, то есть не нужно обрывать отношения, не нужно разводиться, уходить, куда-то уезжать, то есть все должно быть в пределах как бы допустимого, потому что потом вы можете пожалеть о каких-то непредсказуемых шагах, да, непредвиденных каких-то ситуациях, которые вы же сами можете здесь создать для себя и для окружения, для своего. А теперь ситуация на сегодняшний день. Выпадает карта старшего аркана Луна. Скорее всего, вас больше всего волнует то, что происходит в ваших отношениях, в вашей семье, в вашем доме, с вашей недвижимостью. Все, что касается ваших чувств и какого-то душевного такого состояния. Может быть, вам трудно приспосабливаться к окружению, да, может быть перепады настроения, может быть просто даже какое-то заболевание, когда нам хочется расслабиться, отдохнуть, побыть дома, набраться сил. Может быть, здесь кто-то занимается психологией, да, может быть, разбирается со своим подсознанием, с какими-то проблемами. Может быть, здесь ситуации происходят, когда вы видите в других людях себя, как в зеркале, да, и делаете какие-то выводы. Но по Луне, конечно, здесь сложно всегда, потому что здесь
трудно как-то психологически принять другого человека, другую ситуацию, трудно работать, трудно собрать себя как-то вот воедино, да, чтобы действовать. То есть вот может быть такое состояние, когда хочется полениться, хочется побыть дома, заняться какими-то приятными делами, творческими делами, хочется любви, заботы. И вот это может, конечно, создавать некоторые трудности. Что будет мешать? Вот сейчас именно вот эта ситуация с Луной, да, что именно сейчас будет мешать. Семерка жезлов, когда вы в таком состоянии будете еще стараться продвинуть какие-то проекты, очень большие цели на себя взваливать, задачи, браться за какие-то большие дела, еще стараться помочь другим людям или бороться за какие-то свои важные для вас цели, отстаивать себя. То есть вот здесь не нужно этого делать, дайте себе возможность отдохнуть. А что нужно? Девятка мечей. Девятка мечей, нужно начать действовать так, как вы решите. Вот девятка мечей, это у нас карта, знаете, таких внутренних переживаний, терзаний каких-то, да. И вот нужно уже оставить это все в прошлом и сделать уже первый шаг. Выйти из этого состояния, когда вам некомфортно, когда вы мучаетесь как-то внутри себя, когда не решаетесь что-то сделать. Нужно уже сделать какой-то первый шаг. Конечно же, вы здесь будете очень разумны, потому что у вас уже много было ситуаций подобных в жизни, и у вас есть опыт, вы уже просто не можете здесь ошибиться. Единственное, почему вы мучаетесь, потому что вы до сих пор еще не сделали шаг, вы боитесь нарушить какой-то покой свой, да, то, что привычно для вас. Но это нужно сделать, потому что вы уже здесь теряете силы. Также по девятке мечей может быть ситуация, когда нужно отстаивать все-таки свою свободу, да. Может быть, действительно здесь кто-то вами пользуется очень уж в своих интересах, а вам нужно все-таки свой интерес выбрать. Будущее. Карта будущего. Принцесса Пентаклей. К чему вы придете в будущем в течение декабря? Принцесса Пентаклей – это карта, когда вы учитесь. Да, вы можете вот в прямом смысле начать обучение, очень важное для вас. Благодаря этому вы начнете зарабатывать лучше впоследствии. Это карта, когда вы будете просто какие-то уроки извлекать из того, что вот дает вам жизнь. А также вот эта карта, она очень материальная, то есть вы будете искать во всем выгоду, и это правильно, потому что слишком, видимо, долго вы кому-то служили и о себе забывали. Может быть, вы будете заниматься своим материальным благополучием, может, будете заниматься, знаете, своим статусом, когда вам нужно будет его как-то поднять, может быть, будете престижем своим заниматься, вот как вы выглядите в глазах других, насколько вы профессиональны, да, и, может быть, имя будете себе стараться сделать. Ну и, конечно же, если есть какие-то долги, вы будете стараться от них избавиться, чтобы вам было легче жить. То есть прежде всего будете стараться отдать какие-то долги, а потом уже на оставшиеся средства будете уже что-то делать для себя. Скорее всего так, потому что вам будет так легче. Может быть, это сделка какая-то, в том числе и коммерческая. Это будет много контактов, много звонков, может быть, даже поездки какие-то будут. И, конечно же, все должно быть с выгодой для вас. Вот это ваше будущее в декабре. Чего вам не нужно делать? Вернее, наоборот, что нужно делать? Вот эту карту у нас именно в такой позиции. Карта дьявол выпадает. Опять подтверждение того, что нужно подумать о собственной выгоде, о целях, планах, о карьере, о том, какой статус вы занимаете и так далее. То есть вот нужно подумать о себе, о собственной защищенности и об осуществлении своих задач и целей. Что не нужно делать? Звезды. Откладывать на потом. Не нужно думать, что я сейчас подожду, само как-то все произойдет, и я буду счастлива, тем не менее, или счастлив, да, то есть здесь не получится так. Карта звезды – это карта будущего, да, будущее именно сейчас, именно сегодня вы свое создаете, поэтому откладывать ничего нельзя. Вот эта карта материальная, а эта карта, знаете, такая, эфемерная, это наши мечты, планы, да, это идеалы наши, то есть нужно делать, что можете,
именно сейчас, потому что если вы будете продолжать мечтать, ничего не делать, ничего не получится хорошего из этого месяца. И посмотрите, выпадает в итог месяца туз жезлов. Замечательная карта. Это у нас позиция, как же ее я назвала, чем все закончится в конце месяца, да? Вот, эта позиция у нас именно окончание. Вот все, что будет происходить, даст вам новые силы, новый толчок для развития. Это может быть выздоровление, это может быть новые отношения, новая работа, какое-то продвижение, новый заработок. Может быть, вы решите куда-то поехать, переехать. В общем, здесь действительно такой толчок, и вы будете прям гореть вот этой идеей, что-то в своей жизни изменить. У вас обязательно здесь получается то, к чему вы стремитесь. Не просто получается из-за того, что вы очень сильно стараетесь, а потому что жизнь дает здесь шанс. Вообще, туз жезлов карта очень хорошая, она говорит об успехе. То есть вроде бы еще ничего не произошло, но столько много силы, столько много энергии вам дается, такой шанс, что уже, по сути, еще даже вы ничего не делали, а уже успех вам обеспечен. Стоит только сделать шаг, и все будет. Уважаемые овны, желаю вам прекрасного декабря, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось, желаю, чтобы вы были счастливы. И, кстати, этот туз жезлов может обозначать символически начало нового года, да, то есть обещает какой-то год очень счастливый для вас. Не забывайте писать в комментариях, что для вас сбывается в этом месяце. Пишите на любой из моих контактов, под видео они есть. И всего вам хорошего и доброго в этом декабре.